На этой неделе глава Кабинета министров совершил официальный визит в Беларусь. В аэропорту Минска его встретил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. Были подняты флаги двух стран, выстроен почетный караул. Визит Адылбека Касымалиева начался с возложения цветов у Вечного огня и памятника герою СССР Джумашу Асаналиеву. В церемонии участвовали председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев и делегация. Касымалиев также поговорил с Любовью Хвойницкой, которая сохраняет память о кыргызстанских войнах. В честь визита Адылбека Касымалиева у Дома правительства Беларуси прошла торжественная церемония. Были подняты флаги, выставлен почетный караул и расстелены ковровые дорожки. Его встретил премьер-министр Александр Турчин. Стороны обменялись приветствиями и представили друг другу членов делегации. На сегодняшний день между Кыргызстаном и Беларусью подписано более 50 международных соглашений, а взаимный товарооборот за прошлый год достиг 133 миллионов долларов. За период 2020-2024 годов товарооборот Кыргызстана с Беларусью увеличился в 2,9 раза. В том числе экспорт вырос в 4 раза, а импорт в 2,6 раза. В 2024 году объем товарооборота в Беларусью составил 133,8 миллиона долларов США. Это на 14,4% больше по сравнению с 2023 годом. В прошлом году экспорт вырос на 29,4%, а импорт на 8,2%. Адылбек Касымалиев напомнил о прошедшем бизнес-форуме в Беларуси и предложил провести следующий в Кыргызстане. Он отметил важность дорожной карты до 2030 года, который поможет лучше работать вместе. Также он выделил промышленную кооперацию как одно из перспективных направлений сотрудничества. Промкооперация – одно из ключевых и наиболее перспективных направлений нашего взаимодействия. Успешным примером является сотрудничество Кыргызского трансформаторного завода с Минским электротехническим заводом имени Козлова, результатом которого стал совместный выпуск трансформаторов для нужд Кыргызстана. Отдельно рассматривается вопрос о локализации производства на территории нашей страны. Мы об этом тоже говорили. Я уверен, что мы этот вопрос доведем до логического конца. Глава Кабмина также выразил интерес к созданию в Кыргызстане сборочных производств сельхозтехники, обмену опытом в животноводстве и ветеринарии, а также развитию туристического сотрудничества. Высоким доверием и знаком высокого качества у кыргызских аграриев пользуется белорусская сельскохозяйственная техника, это тракторы, зерноуборочные комбайны и иная техника. Учитывая богатый белорусский опыт, мы заинтересованы в организации на базе Кыргызстана сборочных производств сельхозтехники. В свою очередь, премьер-министр Беларуси Александр Турчин отметил, что визит главы Кабмина Кыргызстана – важное событие за 24 года. Он подчеркнул важность долгосрочного партнерства между странами, основанной на дружбе и экономическом сотрудничестве. Беларусь готова увеличить товарооборот до $500 миллиарда долларов. В прошлом году товарооборот между нашими странами вырос более чем на 15%. В текущем году тенденция роста поставок с обеих сторон сохраняется. Приумножить заданные темпы – первостепенная задача двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, работу которой курируют наши вице-премьеры. На 12-м заседании комиссии, которое успешно прошло в Бишкеке в ноябре 2024 года, приняты амбициозные планы по доведению в ближайшие 5 лет товарооборота до $500 миллиарда долларов. Ваше Превосходительство, уважаемые гости, дамы и господа, объявляется церемония подписания официальных документов. Стороны обсудили укрепление торгово-экономических связей, совместные инвестиции и сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и технологиях. По итогам подписали 14 документов.
Особенно выделили соглашение о научно-техническом сотрудничестве, которое усилит взаимодействие Академии наук, расширит подготовку кадров и стажировку молодых ученых в университете НАН Беларуси. Есть также перспективы взаимодействия в туризме. Перспективным направлением видим и туризм. Кыргызстан приглашает белорусских друзей открыть для себя наши горы и озера, маршруты для экотуризма и спортивного отдыха. В свою очередь мы готовы продвигать белорусские туристические возможности для наших граждан. Здесь многое зависит от прямых контактов туроператоров, удобных маршрутов и современной цифровой рекламы. Еще одним важным событием недели стало заседание Совета глав правительств СНГ, где был отмечен рост экономики Содружества. По итогам прошлого года страны СНГ обеспечили более 4% мирового ВВП, а за первое полугодие этого года объем взаимной торговли достиг 7 миллиардов долларов. В январе-июне 2025 года внешнеторговый оборот Кыргызской республики со странами СНГ составила 2 миллиарда 730 миллионов долларов США, в том числе экспорт 602,1 миллионов долларов США, импорт 2 миллиарда 132,6 миллионов долларов США. Безусловно, эти показатели наглядно демонстрируют, Содружество находится в фазе активного развития. Глава Кабмина отметил, что Кыргызстан поддерживает активное сотрудничество по ключевым направлениям, среди них развитие транспортных маршрутов, упрощение торговли, создание совместных производств и развитие электронной коммерции. Кыргызстан активно развивает цифровую экономику и видит в ней перспективное направление международного сотрудничества. Считаем необходимым создать единое цифровое пространство СНГ, выработать общие правила и стандарты, включая взаимное признание электронной подписи и цифровой идентификации, обеспечить признание электронных документов, выданных в одной стране на территориях других государств Содружества, внедрять цифровые решения для бизнеса, особенно для субъектов малого и среднего предпринимательства. Адылбек Касымалиев остановился и на вопросах климатических изменений. Сокращаются природные ресурсы, а возобновляемая энергетика на этом фоне становится приоритетной. Для институционализации принципов зеленой экономики Кабинетом министров утверждена программа развития зеленой экономики до 2029 года. Одновременно для зеленого перехода требуется доступ к критически важным минералам, применяемым в солнечной энергетике, аккумуляторах для электромобилей и других высокотехнологических отраслях. Мы заинтересованы в их экологической добыче и глубокой переработке с применением современных технологий. По итогам заседания Совета глав правительств СНГ было рассмотрено 15 вопросов, подписано свыше 20 документов и решений. Третья выставка «Инопром». В этом году мы привезли 10 компаний, начиная от машиностроения, электроники, легкой промышленности. В Кыргызстане развивается и автомобильная промышленность. Созданы сборочные линии легковых и грузовых автомобилей. Развивается производство радиаторов и лифтового оборудования. Об этом глава Кабмина сообщил на промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Реализация промышленных проектов поддерживается финансовыми институтами, включая Евразийский банк развития, а также двусторонними фондами, обеспечивающими льготное кредитование и инвестиции. Эти проекты демонстрируют, что именно через объединение усилий и продвижение инноваций мы закладываем основу для устойчивого роста и промышленной интеграции. За последние годы Кыргызстан демонстрирует устойчивый рост в экономике. Так, за 2 года в стране открыто более 179 предприятий, в том числе и автомобильное производство. Общий объем инвестиций составил более 1 миллиарда долларов. Глава Кабмина отметил, что это не случайные цифры, а системный подход в управлении. За январь-август текущего года экономика Кыргызстана в целом выросла на 11%. При этом промышленность носит весомый вклад в национальную экономику. Его доля в ВВП достигла 18%. В 2024-2025 годах введено в эксплуатацию 179 промышленных объектов. Объем инвестиций составил 1 миллиард 100 миллионов долларов США. Создано более 14 тысяч новых рабочих мест.
Кыргызстан и Беларусь продуктивно сотрудничают как напрямую, так и на площадках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС и ШОС. В рамках официального визита президент Беларуси и глава Кабмина подтвердили готовность укреплять партнерство и расширять практическое взаимодействие. Мы готовы участвовать в ваших проектах. Особенно нас интересует горнодобывающая промышленность, поскольку мы обладаем всем необходимым для добычи и транспортировки горных пород к фабрикам переработки. Вы это хорошо знаете. Уже на расширенном заседании МПС обсудили развитие агропромышленности. Адылбек Асымалиев отметил важность развития переработки продукции и создания рабочих мест. Он напомнил, что президент Кыргызстана предлагал развивать поддержку совместных проектов агропромышленного комплекса. Считаю необходимым в ускоренном порядке провести все необходимые работы для запуска механизма финансового содействия реализации совместных кооперационных проектов в этой сфере. Кроме того, мы высоко оцениваем работу Союза по подготовке совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса и формированию балансов спроса и предложения. В них мы видим основу для выверенной политики от планирования посевных площадей до обеспечения населения качественными продуктами питания. Адылбек Асымалиев считает, что странам ЕАЭС нужно разрабатывать общие долгосрочные программы в промышленной сфере, особенно в высокотехнологических отраслях. Кыргызская республика убеждена, что дальнейшее углубление кооперации в аграрной сфере должно включать развитие совместных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, что позволит создавать дополнительные рабочие места и увеличивать добавленную стоимость внутри Союза. Внедрение современных технологий, орошение, семенноводства, органическое земледелие, в том числе с привлечением международного опыта и инвестиций. Отметим, что страны ЕАЭС остаются основными рынками сбыта для Кыргызстана. Более 90% молочной, швейной и сельхозпродукции экспортируется именно туда. В 2024 году товарооборот с ЕАЭС составил $5,5 миллиардов. Это почти на 20% больше, чем в 2023 году. Экспорт вырос до $1 миллиарда 700 миллионов, импорт до $3 миллиардов 800 миллионов. С 2021 по 2024 годы торговля Кыргызстана со странами ЕАЭС значительно выросла. За 4 года общий объем торговли вырос в 1,6 раза. Экспорт увеличился в 2,1 раза. Импорт вырос на 44,6%. В 2024 году Кыргызстан наторговал со странами ЕАЭС на $5,5 миллиарда США. Из них $1,7 миллиарда экспорт, $3,8 миллиарда импорт. По сравнению с 2023 годом экспорт вырос почти на 30%, импорт примерно на 16%. Глава Кабмина также отметил, что транспорт – это не только грузы и километры дорог, но и связи между людьми. По его словам, упрощение транспортных процессов поможет укрепить интеграцию между странами ЕАЭС. Мы много говорили о развитии внутреннего транспортного каркаса Союза, включая устранение узких горлышек в пунктах пропуска на внутренней и на внешней таможенной границе Союза, а также беспрепятственное перемещение по транспортным коридорам север-юг и восток-запад. Считаю, что эта работа должна включать в себя не только расширение физической инфраструктуры, но и развитие механизмов электронного взаимодействия с контролирующими органами по всему пути следования товаров и грузов. Глава Кабмина подчеркнул важность свободы передвижения людей, товаров, услуг и капитала внутри ЕАЭС. По его словам, каждый гражданин Союза должен иметь право свободно жить, работать и учиться в любой стране. Законы не должны мешать семьям быть вместе или ограничивать трудовую миграцию. Если гражданин государства-члена Союза работает на территории другой страны, как правило, рядом с ним находится его семья. В целях укрепления солидарности и углубления сотрудничества между нашими народами, как это закреплено в преамбуле нашего договора, мы должны стремиться к созданию максимально благоприятных условий для трудящихся граждан и их семей. По итогам заседания внесены изменения в прошлые решения, отменили старое распоряжение по таможенному транзиту, утвердили доклад по развитию транспортных путей с Китая, запустили отслеживание товаров, приняли правила для промышленных программ. Также была назначена дата следующего заседания. Оно состоится 11 декабря в Москве. Аймерим Назарова, Бекзат Машрапов, ЛТР. Итоги недели.